До тех пор, пока люди не научились использовать железо, цветные металлы и их сплавы были основным материалом для изготовления вооружения, орудий труда, инструментов, предметов домашнего обихода и, естественно, украшений. Главными металлургическими технологиями были литейные. Искусство обработки жидкого металла позволяло получать уникальные бронзовые изделия и бытовые предметы. Именно в эту эпоху появились вещи, сопровождающие человека в его повседневном существовании, и инструменты, являющиеся символом основных технических профессий. Это время получило название Бронзового века. Древние литейные формы изготавливали из камня, металла и глины. Глиняные литейные формы, как правило, получали путем оттиска в глине специально сделанных моделей из дерева и других металлов. В качестве моделей могли применяться и сами отлитые металлические изделия. Следует отметить, что формы, вырезанные из камня или литые металлические, вследствие их большей ценности не всегда служили для литья изделий, а могли использоваться для изготовления в них легкоплавких моделей. Были различные сплавы бронзы. Это сплав меди с оловом, мышьяком и латунью. Преимущество оловянной бронзы заключалось в высокой твердости, коррозионной стойкости и прекрасной полируемости. Многие предметы быта и вооружения стало возможно производить только после освоения технологии производства и обработки оловянной бронзы. Это относится, например, к изготовлению длинных мечей, бритвенных ножей и особенно к полированным зеркалам. Можно сказать, что появление оловянной бронзы ознаменовало переворот в древней магии. Особое отношение к зеркалу характерно для всей территории Древней Евразии. С помощью зеркала древний человек мог вступать в магические отношения с потусторонним миром. У многих народов существовало представление об отражении лица в зеркале как о выражении духовной сущности человека. В связи с этим нельзя не вспомнить сохранившееся до наших дней поверье, согласно которому разбитое зеркало означает несчастье. На зеркалах, как ни на одном другом виде бронзовых изделий, можно проследить этапы освоения древними мастерами технологии термической и механической обработки медно-оловянных сплавов. На пороге новой эры практически повсеместное распространение получил тройной сплав – меди, олова и свинца. Такие бронзы, содержащие до 30% олова и до 7% свинца, являются самыми твердыми и сложными для обработки. Однако они позволяют производить металл с высокой отражательной способностью, а также с прекрасными литейными свойствами и полируемостью. В экспозиции музея вы можете увидеть бронзовые ножи, зеркала, наконечники стрел, наконечники копий, формы для литья, а также предметы, которые применялись в различных этапах отлива бронзовых изделий.